У нас сенсор. Замерз. Холодный ветер, да, по-моему, холоднее и холоднее становится. Надеюсь, сейчас лодкой по льду не застряну. Так, у меня проблема дойти до лодки. Надеюсь, броди мне хватит. Мама моя. Мама я кидала. О, утки летают. Охота им в снег летать. Вода еще не такая большая. О, вот яма-то. В яму нам не надо. Ура! Прошли. Ну, привет, лодочка. Наступило твое время. Нормальная погода. Весенняя. Холодрыга, снег и ветер. Холодный ветер. И снега порядочно падает. Снег с мелкой порошей перешел в достаточно крупные снежинки. Так, что мне ходить по озеру, время терять зря, искать хорошие места. Мое место на той стороне озера, первый сорт. Ай, туда иду. Один минус. Опять придется пробиваться сквозь лед. Ну, куда крестьяну деваться? Достаточно крупными хлопьями снег стал падать. Точно ведь завалит. Нормальный снегопадик. 5 минут и рюкзака практически не видно. Леса почти не видно. 6 мая 23-го года. Классно охотиться, когда снег идет. Вспоминаешь зиму. Так, ну что, охота на сегодняшний день, 6 мая, превращается в пробитие дороги для лодки, чтобы я мог переправиться на другую сторону озера сквозь лед. Воды мало зашло на озеро с реки, где теплая вода. А тут лед слабо разогрелся, не рассыпчатый, достаточно твердый. Тяжело пробивается. Боюсь, весь день у меня уйдет. Так, ну что, поднимаем нос. Сколько сможем и вперед. Так, наскочил еще 2 метра. Метров 30 еще. Ух, дофига еще. Лед твердый. Блин. Что сопротивляется? Еще 2 метра наехали.
В середине лед стал как сталь. Она даже не пробивается. Много раз надо стучать, чтобы пробить. Поэтому идем другим путем. Опираясь на лед, толкаем лодку как салазки. Ну, надеюсь, около другого берега рыхлый лед встретится. Проверим. О, дошел до рыхлого. Это все килокалорий потратил на этот проход. Талия стала. Так, все. Эту спихнуть надо лодку. Ай. Лед качаться начал. Все. Стоять опасно для здоровья. Садимся. Ну что? Все. Доехал. Нифига я торосы сделал. Да. Нет. Назад я здесь не поеду. Лучше подожду, пока лед растает. Охереть. Чуть не целый день пробивал. Если мороз стукнет, сейчас этот торосы замерзнут. Ладно, едем дальше. Лодку оставляем здесь, идем на засидку. Ой-ой-ой, ноги отсидел. Сгибаться перестали. Ой. Не сопротивляться. Ничего вроде не забыл. Чуть не целый день угрохал, чтобы лед пересечь. Но без лодки-то утку стрельнешь, а как его возьмешь? Тем более лед кругом. Поразвлекались что-то. Здесь мы. Засидка. Надо сразу плащ достать, иначе отсыреешь до невозможности. 2:30. Нормально я поразвлекался с лодкой. Ничего, лодка нужна. Без лодки стрельнешь, как возьмешь. Так, в глубине леса вроде утки векает. Сейчас покрякаем. Марья Ивановна, я готова. К труду и обороне, в смысле к охоте. В смысле мерзнуть. Да, жадность фраера подвела. Со стороны залитых кустарников чирок подплыл. И в это время кирдык, гоголи сели. Ну, чурок близко, но маленький. Эти далеко, но здоровые. И на вид вкусные. Что делать? Что делать? На, получай, гоголь. Он, сволочь, нырковая утка. Осторожный. Период охоты. 35 метров успел нырнуть. А выдернул уже за деревьями. И я его сквозь деревья только мелькание увидел. Ну, эти тоже улетели до кучи. Редиски. Гоголя чуть-чуть успел снять. Резкость, правда, не успела камера навести. Времени не было. Первый весенний выстрел. Есть. Давно известно, что нырковых далеко стрелять практически бесполезно. Успевает нырнуть. Но уж больно крупный и жирный по сравнению с чирком был. Поразвлекались. Мерзнем дальше. Валерий, прием. Так, нормально слышу. Такой жирный гоголь был, блин, сволочь, улетел. Нырнуть успел, видел, да? Раненый улетел, видел. Все-таки задел его? Да, он туда вниз вдоль леса и полетел. Ну нырнуть успел, ну, значит, где-то его все равно задело. Дробь-то хорошо легла. Сегодня не пятница, 13 число. Сегодня суббота, 6. Может, в субботу 6-го это самое неудачно на уток охотиться. Ты по нему стрельнул, там к тебе поплыл, да? Метраж не могу сказать, но вроде вполне на выстреле, где-то
на пределе, но на выстреле. Ну, бывает. А кто это был? Сензер. Ясно. Луток. Но все равно поздравляю с первым выстрелом весенней охоты. Да, охоту начали. Можно сказать, не зря съездили. На 10 дней поехали. Ладно, мерзнем дальше. Валерий, может, домой пойдем? Холодрыга такая. Я плыву к тебе. В общем, Валерий Батькович, я понял, почему у нас первый день не совсем удачный. Вчера мы собрались в избушке, первый день приехали. Я говорю, давай отметим. А вы как-то промолчали и так и проскочило. Наверное, из-за этого. Надо срочно исправить. У меня настойка есть. А снега, к слову сказать, порядочно выпало. Я не знаю, у вас и хватит ли здоровья, но гуси, мне кажется, обратно полетят. А потом снова на север. У вас сейчас основной минус, что он точно и место, где сесть, не знает. А гусиная охота от места посадки первый сорт зависит. Надо знать, где они летают. Они каждый год летают, они же много лет живут. И одними и теми же тропами летают. А время для охоты на гусей первый сорт. Я говорю, что сейчас тундру закроют, они обратно подлетят. Потом снова на север обратно полетят. Посмотрим. Ну, сегодня снежный день. Ночью, наверное, больше выпадет. Там минусовая температура будет. Посмотрим. Однако, как карликовые березы на болоте запорошило снегом. Но мы пробиваемся домой. Исправлять положение. С удачей на охоте.